Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Петр Васильев. Каждый второй россиянин хоть раз становился жертвой кибермошенников при совершении онлайн-покупок. При этом большинство из них знают о базовых правилах цифровой безопасности. Как бы это парадоксально ни звучало, многим помогает недоверчивость, присущая нашему менталитету. Потери могли бы быть намного больше, если бы мы больше доверяли друг другу, об этом говорят эксперты. О том, как обстоят с этим дела в Якутии, какие виды изобретают мошенники и как не попасться на их удочку, об этом мы сегодня и поговорим с Антоном Коноплевым, управляющим отделением Банка России по Республике Саха-Якутия. Антон Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте для начала об актуальном. Какие сегодня схемы обмана пользуются наибольшей популярностью? И, наверное, очень странно прозвучит, но как оно есть? Ну, по-прежнему любимым способом мошенничества является телефонное мошенничество. Некоторые здесь изменения произошли в том смысле, что вот те меры, которые государство предпринимает в отношении ограничения звонков, вот звонки с телефонных номеров, они как бы сокращаются, да, но тем не менее продолжаются. Мошенники перешли больше в социальные сети, звонят через мессенджеры, да, там это попроще сделать, можно аватарочку подменить, можно там представиться совсем другим человеком. Вот в этом смысле на наших граждан наши граждане попадаются на уловки здесь. Из таких, наверное, самых популярных сейчас способов обмана, если можно так назвать, да, вот у нас, которые в республике отмечаются, это звонки от имени руководителя компании, организации, да, когда поступает сообщение в мессенджере человеку, что вот я, значит, ну, причем обращается по имени и отчеству, то есть не вызывает никаких сомнений, аватарочка, фотография, ну, тоже для... Никнейм тоже поменяли? Никнейм, да, то есть все, как бы, здесь даже вот ни взламывание аккаунта не требуется, да, можно создать чистый аккаунт, вообще привязать к другому телефону, фотографию из интернета, оформил, все, вот, и человек, получивший такое сообщение, тоже не очень понимает, ну, например, этот, значит, там, Иван Иванов, условно? Да. То есть вот, как правило, женщин почему-то. Ну, в основном, Мария Ивановна, хорошо. так и так. Значит, вот у нас проводится проверка, значит, вам сейчас позвонит сотрудник там правоохранительных органов или спецслужб, да, и, пожалуйста, окажите ему всевозможную помощь. После этого человек уже, ну, как бы немножко в растерянности, в таком легком испуге, да, проверка, правоохрана. После этого ей осуществляется звонок, и человек уже как бы раскрытый частично. И начинается его обработка. Это вот один из методов. Дальше у нас по популярности это использование сети интернет для продвигания инвестиционных программ. То есть это, как правило, мошеннические сайты, через которые человек, вот, если попадается на удочку большого выигрыша, большого уровня дохода, он реагирует, записывается, оставляет свои персональные данные, ему перезванивают, и начинается его обработка. Но поскольку человек проявил интерес, то здесь уже как бы раскрывается, что его можно обрабатывать. Да? Это вот вторая схема. Третья схема, ну, такая по популярности в последнее время, это звонки от имени сотрудников энергосбыта. К сожалению, вот люди верят. Ну, там схема простая. Мы будем вам менять счетчики, давайте, значит, сотрудничать, давайте. Вот для этого надо, для сбора показаний нужно установить программное обеспечение. Вот такая программа, пожалуйста, установите. Человек, ну, кто устанавливает, кто не устанавливает. Но если установил программу, то эта программа перехватывает управление телефоном, добирается до ваших счетов и, собственно, списывает деньги. И, собственно, прощаемся с зарплатой, как говорится. Ну, в лучшем случае, а в худшем со всеми накоплениями. Есть еще один вариант, о котором я знаю. Звонят якобы сотрудники той или иной поликлиники, предлагают записать на прием, там, на диспансеризацию, прием к терапевту и так далее. Опять же, с использованием наших несчастных, простите, госуслуг. Да, это схема, но она трансформируется, и она становится многослойной. Да, вот как вы позвонили, то есть мошенникам нужна смс-ка. Причем смс-ка приходит, действительно, вот, после чего звонящий представляется мошенником,
Вот, я, говорит, мошенник, значит, да, и сейчас я на вас оформлю кредит. То есть вводит человека, опять же, в состояние испуга. Ага, пошли от обратного, да, так скажем? Уже. Да, то есть после чего ему звонит уже представитель якобы госуслуг или представитель банка, да, и говорит, вот происходит, значит, там оформление кредита, вы подтверждаете, не подтверждаете, и начинает человека вот выдергивать из такого равновесного состояния. То есть это, если раньше применялась только вторая схема, звонил сотрудник банка и говорил, на вас оформляется кредит, то сейчас вот его сначала заставляют искусственно отправить смс-ку, а после чего говорят, это была мошенническая схема, вы попались. Это можно применить в том числе, например, при оформлении договора на пользование услугами связи, ну, то есть везде, где есть подтверждение смс-ками. То есть любая схема первая, где нужно подтверждение смс-ками, человека можно вот таким образом испугать. Я сейчас, знаете, о чем подумал, что буквально уже во все сферы, где нужно подтверждение СМС, мошенники, в принципе-то, и вошли, начиная от телефонной связи. Да. Скоро уже онлайн-покупки в магазинах будем бояться совершать с продуктами. Антон Анатольевич, вы сказали, что есть звонки от Центробанка условных. Вот как представитель банковской сферы, звонит ли ЦБ физическим гражданам? Центральный банк с физическими лицами не работает. Это вот аксиома, значит, да, вот именно от имени Центрального банка звонков не будет поступать. У Центрального банка есть интернет-приемная, в которой вы можете записаться, да, и вот если вы записывались, вам придет подтверждение с проверочным кодом. Но это если вы записывались. Если вы не записывались, а вам приходит такое подтверждение, значит, с вами работают мошенники. Поэтому сотрудники Центрального банка сами гражданам не звонят. И вот еще про инвестиции. Я, в принципе, человек, который, наверное, я слабо верю в быстрый доход от инвестиций здесь сейчас. Условно, сегодня вложился, завтра получил. Но, тем не менее, я понимаю, что можно как-то инвестировать в Мосбиржу, там, в любую урегулированную законом вещь, историю для инвестиций. Вот насколько интернет-инвестиции, они действительно могут принести... Это я для чего спрашиваю? Для того, чтобы люди, наверное, меньше верили. Насколько интернет-инвестиции могут нести доход? И как распознать, что это лжеброкер? Вот смотрите, что такое инвестиция? Инвестиция – это приобретение инвестиционного продукта. Да? Инвестиционным продуктом может быть ценная бумага, может быть вложение в капитал какой-то организации. Но вложение в капитал мошенникам не интересно, им надо якобы продать вам что-то. Да? Вот. Или это, значит, приобретение криптовалюты, или, ну, вот сейчас просто валюта, она отошла на задний план, как бы, да, вот раньше вот с этим много было случаев, сейчас криптовалюты. То есть мошенники предлагают вам приобрести какой-то актив, да, это может быть вот ценная бумага, или, но с ценными бумагами там достаточно консервативное и сложное оформление, да, поэтому мошенникам труднее это оформить. Вот. А вот с криптовалютами эта тема новая, малопонятная, и поэтому очень легко завладевает вниманием. Люди ведутся на это и начинают участвовать. Как это выглядит? Ну, предлагается, опять же, установить какое-то программное обеспечение, не обязательно которое перехватывает управление, а просто которое эмулирует работу и торговлю вашу. Да, вот вы начинаете, вкладываете какую-то небольшую сумму, всегда предлагают внести небольшую сумму, вы начинаете торговать, после чего у вас эта сумма, появляется прибыль, сумма увеличивается, да, вы вроде уже удовлетворены полученной доходностью, попытайтесь ее вывести, значит, перевести обратно на свой счет. И тут начинаются проблемы, да, это не получается, тут у вас не хватает какой-то лицензии, у вас еще чего-то не хватает, надо еще чего-то доплатить, докупить еще. То есть вас начинает уже подводить к тому, что надо платить, да, вот после того, как вы вот там еще чуть-чуть добавляете, потом еще чуть-чуть, сумма вот как снежный ком нарастает, а потом просто эта биржа перестает работать и выходить на связь. То есть оформлено это тоже все, я так понимаю, очень красиво. Да, это совершенно мошенническая схема, она не похожа там на пирамиду, это просто мошенники, которые вот вымогают деньги до последнего, условно говоря, все, что у вас есть. После чего просто отключается и рвут контакт. Телефон становится недоступен и так далее. Но я, насколько понимаю, даже в криптоинвестициях невозможно сегодня вложиться, завтра получить доход. Они же вот на этом апеллируют.
Ну, быстром поскольку вот криптовалюта, она торгуется на бирже, у нее какое-то колебание курса существует, то есть изменение вот этого курса и есть, собственно, доходность вот этих всех торгов. Точно так же происходит с акциями, да, они сегодня кому-то нужны, завтра не нужны, сегодня спрос выше, цена выросла, завтра не нужны, цена снизилась. Это нормальная ситуация на свободном рынке, да, когда происходит такое рыночное ценообразование. То же самое для криптовалюты. Вот сама процедура просто вот попадания, оформления, она должна быть очень правильной. То есть это хорошо бы изучить предмет. Да? Если касательно вот фондового рынка, где торгуются ценные бумаги, то нужно проверить, является ли участник, с которым вы хотите заключить договор, легальным участником. Да? Это можно проверить на сайте Банка России. Проверить участника финансового рынка прямо на главной странице есть такая возможность. Прямо cbr.ru. Вот заходим, и там сразу вот это есть. Если участник легальный, надо проверить его во втором реестре. Это, значит, реестр организаций с признаками нелегальной деятельности. Там его не должно быть, наоборот. Да? То есть вы вот проверяете по названию или по ИНН, там, ну, по любому реквизиту, какой вам удалось добыть. Если вот в первом они есть, значит, это есть лицензия, Банк России за этим наблюдает, во втором лицензии нет, вернее, у организации имеются признаки мошенничества, с ней дел лучше не иметь. Вот это первый критерий. Криптобиржи на сегодняшний день, насколько я знаю, на территории России не действуют, российским законодательством не регулируются. Это иностранные участники, вот, которым по закону осуществлять финансовую деятельность на территории России запрещается. Вот это самое важное. Вот это нарушение. Да. Об этом нужно помнить сразу, когда звонят с предложением инвестировать. Да. А если вот не про криптоинвестиции звонят? Но я бы тут вот хотел, знаете, заметить такой момент, что звонят и очень хитро предлагают. Давайте вот вы переведите нам деньги, а за вас торговать будет другой человек. Да? А потом там 80% прибыли мы будем вам отдавать. Человек верит. Это все это появляется у него. Вот. То есть здесь вот такие формы обмана, которые не сразу можно распознать. Тем не менее, тогда если звонят не с предложением о торговле на любой бирже, просто говорят о том, что Центробанк, там ФСБ, условно генеральный директор, как распознать мошенника? На что они в первую очередь, к чему апеллируют? Ну, вот признаки мошенничества, это вот их вот несколько. И вот первый, наверное, из них это выходят на вас с инициативой, хотят с вами поработать. Да? Вот пытается установить контакт, предлагает какие-то услуги, предлагает инвестировать, предлагает вот потратить деньги. Это вот первый такой признак. Дальше, значит, все время говорят о ваших деньгах. Да? Вот если вы вложите, вы заработаете, то есть вот стараются как бы заинтересовать вас какими-то эфемерными там процентами высокими, да, существенно выше рыночных, ну, предлагают 500% годовых, да, то есть это процент недостижимый, да. Вот. Третий момент, к которому потом переходят мошенники, как правило, это просят сообщить данные. Это номера счетов, карточек, пин-коды, там вот эти вот, либо вот эти коды на обратной стороне карты. Вот это тоже персональные данные, которые, ну, вообще никому никогда говорить не надо. Вот это такой признак, это вот может быть такой звоночек, когда, ну, однозначно надо прекращать разговор. Если человек все-таки остался, начинает, значит, ну, как-то вот, а зачем вам это надо, то есть вот как-то неуверенно вроде себя ведет, мошенники начинают выводить его из равновесия. Либо сулить ему какие-то там значит, доходы, и у человека там, значит, вот, условно говоря, от жадности там открывается рот, и он готов, значит, уже не обращать внимания ни на какие признаки. Либо начинает его пугать. Да вот, вы сейчас тут все потеряете, да вот, или еще какие-то проблемы. То есть в любом случае человека стараются вывести из нормального, такого адекватного психологического состояния, равновесного, когда он в состоянии оценивать свои действия, когда оценивать последствия своих действий. Да, вот человек вот
Вот. Ну и третий критерий начинают давить. Давай, давай, быстрее, быстрее, время уходит. И вот последний вагон, он уже тронулся, и тебе вот надо обязательно прыгать, потому что и вот завтра уже этого ничего не будет. Да какой завтра? Через полчаса уже ничего не будет. Мгм. В общем, здесь нужно включать холодную голову, насколько я Да, понимаю. вообще финансы – это холодная голова и дисциплина. Мгм. Вот. Ну, я думаю, что этим действительно очень многие пренебрегают, особенно когда дело касается звонков вот, якобы представителей ФСБ или уж тем Да, более да. Центробанка. Антон Анатольевич, недавно Центробанк опубликовал статистику. Она, к сожалению, растет. Тенденция это для всей страны, я думаю, одинаковая у нас. Но тем же, в то же время выросла и доля возвратов вот тех средств, которые удалось мошенникам похитить. С чем связано? Ну, во-первых, Центральный банк проводит систематическую работу по выстраиванию взаимодействия между кредитными организациями, правоохранительными органами, да, объединяет данные, которые обладает, предоставляет доступ под федеральным законом. С октября прошлого года был предоставлен доступ к базе данных о операциях, совершенных без согласия, который Центральный банк получает от кредитных организаций. Все эти случаи, все эти вот обращения, когда банки фиксируют, это все консолидируется в единую базу данных. И вот с октября прошлого года был предоставлен доступ Министерству внутренних дел. И они при разыскных мероприятиях могут, получив этот доступ, существенно ускорить свои разыскные мероприятия. Это тоже дает возможность каким-то образом пресечь, во-первых, заблокировать счета, то есть когда они знают, с каких счетов идет мошеннические операции, можно тогда в эти банки направить там, предписание, да, о блокировке этих счетов. Вот, то есть вот эти все меры, они способствуют. А когда мы своевременно можем заблокировать или максимально быстро заблокировать, то денежные средства не успевают перевестись, не успевают обналичиться, разорваться цепочка между мошенниками, и они становятся, то есть они блокируются правоохраной и могут быть возвращены владельцу, у которого они незаконно были уведены. То есть, получается, не только граждане сами себя начали обезопасивать, обезопашивать, если так можно сказать, но и банки. Внутренняя система банков теперь тоже как-то выстроена так, что... Банки этим занимались всегда с самого начала. Значит, основная цель кредитной организации – это обеспечить удобство и надежность своих сервисов для клиента. Это любой банк этим занимается. Клиенты для банков очень ценны, и они их очень берегут. Поэтому вот заниматься защитой клиентов, защитой денежных средств клиента – это первоочередная задача. Но, тем не менее, давайте про сегодняшнюю статистику, раз уж я с нее начал. Да. Сколько удалось мошенникам у граждан увести, пока мы с вами сегодня работали и готовились к интервью? Ну вот за 9 месяцев статистика, которая поступила к нам от МВД, мы вот с коллегами работаем, да, вот вместе постоянно взаимодействуем. На сегодняшний день, к сожалению, цифра 781 миллион, почти с половиной. 781 1 миллион за 9 месяцев. Да. Это же В прошлом году за этот период было 556 миллионов. без 5 минут миллиард рублей. Ну да, Если так рекорд, рекорд. Есть антирекорд, я бы даже сказал. Да, антирекорд, наверное, в этом году будет побит. Ну, Антон Анатольевич, впереди у нас еще и сезон распродаж. Это октябрь-ноябрь сезон, и Да. Черная пятница, и Киберпонедельника. Сезон продаж в интернет-магазинах. Как себя вести там, чтобы не нарваться на мошенников, которые ожидают наши деньги? Ну да, действительно, вот уже Озон уже объявил Черную пятницу, да, вот 11.11, это традиционная дата распродаж, и люди стараются в этот момент, Сэкономить. да, откладывают в какой-то степени покупки на вот именно этот период. То есть люди готовы тратить деньги. Мошенники это тоже прекрасно знают, и они, засучив рукава, так сказать, готовятся. Поскольку у людей вот эти скидки, ну, все же ждут скидок, и слово «скидка», оно магически действует, да, поэтому появляются какие-то сайты, какие-то предложения, какие-то странички в интернете, под которыми есть ссылочки. И вот человек, увидев скидки, проходит по этой ссылке, попадает на фишинговый сайт, подменный так называемый сайт, на котором осуществляет платеж. Да? То есть вводит реквизиты карты, вводит вот эти коды, которые
ну, условно говоря, никому нельзя говорить, да, мошенники это все получают и перевод делают. Но поскольку он ввел реквизиты, то в какой-то степени у мошенников появляется вот эта база данных и платежных реквизитов. Вот, поэтому нужно не терять голову, нужно смотреть, нужно проверять, какой сайт. В некоторых случаях бывает опечатка в одну буковку, вот, и не сразу там она заметна. Вот этом названии. Да, в названии самого сайта. Вот, протокол, который вот, HTTPS должен быть, да, вот, поскольку он устанавливает защищенное шифрованное соединение между клиентом и сервером. Вот. Ну и, конечно, вот, выбирать известные магазины, по проторенным дорогам ходить. В принципе, вот эти интернет-магазины, конечно, тоже занимаются безопасностью, занимаются вопросами защиты своего клиента. У них у многих уже финансовые технологии интегрированы в работу сайта, и оплатить можно максимально быстро. Вот, поэтому здесь, конечно, если вы на легальном сайте, то вы защищены в высокой степени. А вот если вы попали на какой-то мошеннический сайт, то здесь защиты практически нет. Поэтому нужно быть внимательным, смотреть, куда вы идете, по каким ссылкам проходите и так далее. Ну и плюс, насколько я знаю, у крупных вот этих вот онлайн-платформ же есть свой собственная уже система платежная, ничего не нужно вводить, просто условно нажимаешь одну кнопку. Ну вот да, я как раз эти финансовые технологии имел в виду, там они разные есть, Система быстрых платежей, которая тебя перекидывает в банк. это немножко другое. Ну, я к тому, что ничего вводить не надо, вот Да, все то есть есть в вы можете смартфоне. закрепить свою карту вот в магазине, вот Ну, условно, всем известному нам фиолетовом магазине. в интернет-магазине вы можете оставить реквизиты своей карты, но если на ней будет нулевой баланс, то, в принципе, как бы там рисков минимум, да. И вот на время покупок вы присмотрели какой-то товар, пополнили карту на нужную вам сумму, вот. Это специальная карта для интернет-покупок. Цифровая, которую, кстати... Можно многие цифровую, сейчас да, это очень удобно, не надо в банк идти ее получать, открыть можно там за очень короткое время, но вот целесообразно ее выделить для интернет-покупок. Да, И то есть всегда не, держать общей, баланс не, свой. не с зарплатной карты осуществлять покупки в интернет-магазине. Ну, кстати, я знаю случаи, когда из этой карты уводили денег. У меня у знакомых есть прецеденты такие, что с цифровой карты каким-то образом, видимо, где-то на какой-то из страниц, опять же, украли данные и украли там какие-то условные 12 рублей, но тоже вот вкладывайте в 781. Да, либо Миллион человек рублей. просто сообщил. Да, возможно. Вот мы с вами сегодня, говоря о онлайн-покупках, упомянули термин «фишинг». Да. И, насколько я понимаю, в кибермошенничестве уже целая терминология сложилась. Еще один термин, который специалисты кибербезопасности активно обсуждают, называется он дропинг или дроперы, дроперство. Что это такое, что это за люди, как этот вид мошенничества выглядит? Дроперство – это такое посредничество и содействие мошенникам, конечным получателям вот, денежных средств, в выводе, обналичивании, вот, переводе этих денежных средств от, собственно, потерпевшего к мошеннику. Да? Вот это посредническое звено, оно бывает из нескольких человек состоящее, вот, но вот эта вся цепочка вот, называется дроперство. Вот, и, соответственно, человек, который этим занимается, дропер. К сожалению, вот, проблема достаточно такая серьезная встала во весь рост. Занимаются ей, к сожалению, молодые люди, вот, не вполне себе отдающие отчет о последствиях, потому что если ты был, как бы, ну, то есть это уголовно наказуемое деяние, да, и человек, который так или иначе осуществляет операции с электронными средствами, то есть переводит деньги в безналичной форме, это все известно. В банках эти все следы остаются, и человека можно выявить, в конце концов найти. Как это происходит? Да? Вот мошенники, организаторы, они размещают объявления о Легком заработке. так легком скажем. заработке, да. То есть за каждую карту, переданную им, да, они платят там 2-3 тысячи рублей. Ну, как бы там пошел в одном банке, открыл, в другом карты сдал, вот у тебя какая-то сумма. Что там с этими картами будет, как бы тебя не волнует. Вот. На это, поскольку у молодежи, ну, у детей, вот, да, мы знаем, что сейчас карты можно там с 14 лет получать. Вот. И Банк России в этом смысле понимает эту проблему, дал рекомендации, чтобы вот таким молодым пользователям финансовых услуг карты выдавались только с разрешения родителей. Да? Вот. Но люди, которые старше 18 лет, могут это делать самостоятельно.
Они идут в банк, они берут карточку, они отдают, причем как бы они могут но много карт сразу открывать, много карт и передавать их. Вот такая история. Вот это люди соглашаются на такую работу, не отдавая себе отчет о возможных последствиях. То есть уже здесь соучастие в уголовном преступлении Да, самое что ни на есть. это правоохранительные органы будут квалифицировать, но это вот именно участие в организованной группе. Ну, насколько я понимаю, у нас в Якутии тоже есть подобные прецеденты. Есть, мы тут тоже, в общем, имеем такие, знаете, вот это примерно то же самое, как вот обещать выигрыш 500%, да, это легкий заработок. Так и здесь, легкий заработок. Люди вот пользуются вот возможностью легко заработать. Вот мы сегодня говорим о том, что банки тоже свою собственную систему безопасности выстроили и зачастую, так скажем, прерывают мошеннические операции. Как банк понимает, что операция мошенническая, а не то, что, вот, допустим, условному мне в 11:30 ночи приспичило взять 300 тысяч рублей в кредит? Ну, разные критерии есть оценки вот этой мошеннической операции. Вот в первую очередь это вот сравнение с той самой базой данных, о которой я рассказывал чуть-чуть ранее, да, которую Банк России сформировал, пополняет. И на сегодняшний день в ней порядка 310 тысяч реквизитов вот уже людей, замеченных так или иначе в мошеннических действиях. Она еженедельно пополняется на 5-7 тысяч реквизитов, поэтому банки в первую очередь проверяют вот на наличие в этой базе данных. Если человек в этой базе данных присутствует, получатель, как правило, да, отправитель там добросовестный обычно, получатель, то вот этот перевод не состоится, банк откажет отправителю. Вот. Другие варианты – это какие-то несвойственные время, как вы понимаете, да, может быть, другие условия. Возраст, сумма условно 18-летнему, я думаю, вряд ли понадобится 1 миллион внезапно. Это же оформление кредита в данном случае. Да, сейчас мы говорим о переводе. То есть человек переводит. Да. В 25 июля этого года вступил в силу закон, в котором было несколько таких норм, и был установлен период охлаждения до 2 дней. Вот на такие переводы. Если у банка есть сомнения в переводе, критерии, которого сформулировал Банк России приказом, довел до кредитных организаций, они проверяют на соответствие этому приказу, после чего приостанавливают платеж. Да, и отправителю задают вопрос: вы действительно хотите отправить? Если он настаивает, то платеж состоится. Если он не дозвонились, то в течение 2 дней платеж банк держит. Если есть информация, что получатель из базы Финцерта, то платеж не состоится. Автоматически, то есть, Да, если то есть получатель... банк откажет. И вот этим законом, с 25 июля, который вступил, что если банк переведет деньги по реквизитам, которые есть в базе данных, он обязан вернуть эти деньги отправителю в течение 30 дней. Это законом уже все закреплено. Поэтому банки сейчас очень стали внимательно за этим следить. Безусловно, никому не хочется. Да, никому не хочется деньги терять. Это я думаю, одна из тех мер, которая поспособствовала именно тому, что растет возврат денежных средств. Банки стали осмотрительнее. И эта система, я думаю, заработает. Единственное, что меня смущает, по 5-7 тысяч человек в неделю мошеннических. Перевод, да. Но это в масштабах страны. Но, тем не менее, это огромные цифры. Да. А если говорить о взаимодействии, все-таки банк не единственная сторона в данном, так скажем, конфликте, в данных мошеннических действиях. Как вообще идет взаимодействие между банками, Банком России, силовыми структурами, и, конечно, сотовыми операторами? Они же все-таки тоже в этом участвуют. Да, сотрудничество налажено, на сегодняшний день можно так констатировать. Между Банком России и Министерством внутренних дел подписано соглашение об информационном взаимодействии. Я немного ранее рассказывал о том, что федеральным законом с октября прошлого года предоставлен доступ к базе данных этих реквизитов, да, при проведении следственных действий. Да, когда правоохрана возбуждает уголовное дело, регистрирует правонарушение, да, и уже на основании этого они имеют право получить доступ. Это, собственно, соответствует
законодательства. Вот. То есть МВД вот так выстраивается. Банки у нас подключены к этой системе, они предоставляют данные, мы уточняем формы отчетности, и вот в эту систему на сегодняшний день передают сведения примерно 1200 участников финансового рынка. Там разные участники есть, не только кредитные организации у нас, вот, микрофинансовые организации, все, кто заинтересован так или иначе во взаимодействии. Но мы охватили практически всех. То есть вот такой треугольник. Они нам, мы эту базу консолидируем, МВД ей пользуются, и мошенников все вместе ловим. А информация насколько получается быстро взаимодействовать, несмотря на то, что столько звеньев вот в этой цепочке? Ну вот, конечно, когда человек, ну там, да, это как бы медленно, а сама система реагирует достаточно быстро, ну там секундное дело, как бы, ну что там в базе данных, там для такое количество записей это небольшое количество, так-то вообще говоря. Ну, тем не менее, радует, что там нет никаких проволочек и никаких бюрократических историй. Все-таки дело, которое не требует отлагательств. Как без проволочек в нашем деле, да? Но, тем не менее, вот в рабочем порядке налаживается контакт, люди обращаются. Вот мы проводили в середине где-то года, вот подключали Министерство внутренних дел вот к этой базе данных, то есть когда решение было принято и начали тиражировать, там техническую готовность обеспечили, мы вот проводили такое обучающее мероприятие, подключали, вот, надеюсь, коллеги пользуются. Антон Анатольевич, мы сегодня с вами много обсудили различных методов обмана, в том числе и различных методов, как не попасться на этот обман. Все-таки в заключение хочу спросить, что делать, если уже перевели мошенникам деньги, куда обращаться, и самое главное, есть ли шанс вернуть свои кровные? Ну, как вы заметили, шанс вернуть свои деньги, он возрастает, да, в результате вот определенных действий, скоординированных действий Банка России, Министерства внутренних дел, операторов связи, вот, кредитных организаций, эта вероятность растет, и процент растет, с ваших слов, да, вот. Это не с моих, со слов Центробанка. Вот, да, тем более. Какие действия в первую очередь предпринять, если Да, попались? что нужно сделать, если вы попались? Если вы почувствовали, что вас все-таки обманули, вы вот все-таки попались на удочку мошенников, первым делом надо подать заявление в правоохранительные органы, обратиться в полицию, максимально быстро приложить документы, подтверждающие вот этот факт перевода. Если вы переводили через банкомат или какой-то платеж, ну, как бы через электронный банк, да, вот через программу дистанционного обслуживания, то вот, соответственно, вот какую-то выписку или какую-то квитанцию с этого приложить к заявлению, подать заявление, оно будет зарегистрировано, и специалисты начнут работать. А одновременно с этим надо обратиться в кредитную организацию, если вы осуществляли вот через свое приложение, через свой банк, со своего счета, то надо обратиться и подать заявление еще в кредитную организацию. Это все одновременно, как бы кредитная организация по своей цепочке подает, а МВД подает по своей цепочке. Ну вот, собственно, все. И потом оказывается действие следствия только. Ну, в любом случае, эта процедура не быстрая, насколько я понимаю, учитывая, что если там это нужно эти деньги возвращать, вдруг мошенник уже потратил. Ну, вот да, электронные переводы имеют такое свойство осуществляться очень быстро. Мы за это много лет, так сказать, боролись, да, чтобы было удобно, было комфортно. Поэтому денежные средства выводятся, к сожалению, мошенники их ждут и очень быстро ими распоряжаются. Поэтому вот эта скорость вашего обращения в полицию, она имеет решающее значение для того, чтобы можно было заблокировать Неправильные платежи. вот этот перевод, который да, был переведен в пользу мошенников. Ну и самое главное, наверное, вот самый главный совет – это не поддаваться на уловки, сохранять такой трезвый взгляд, не попадать под обаяние мошенников, как я его называю, потому что вот те случаи, когда мы разговариваем, люди говорят, как будто вот не отдавали себе отчет в своих действиях. То есть самое главное, если вы вдруг вот почувствовали, что интересуются вашими деньгами, прервите разговор. Ничего страшного не произойдет, ну прямо вот точно. А если не брать трубку, да, то вы даже не попадете, у вас даже вероятность такая не наступит. Поэтому мой такой совет: не бери трубку вот, с незнакомого номера, не проходи по ссылкам,
которые появляются в смс-ках или в каких-то почтовых сообщениях. Защищай свои технические средства, устанавливай антивирус, устанавливай программное обеспечение, которое проверяет и помогает тебе. Да? Ну и повышай свою финансовую грамотность с помощью сайта, который ведет Банк России, Финкульт.Инфо. Вот он называется. И вы сохраните свои деньги. И будете пользоваться вы, а не мошенники. И вы будете пользоваться финансовыми технологиями действительно для решения своих задач. Достижения удобно, комфортно, быстро. Антон Анатольевич, на этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. С вами был Петр Васильев. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.